Получается, возвращение исконных названий – это популярная и успешная практика? Или, если мы говорим о странах бывшего Союза, тут что-то другое кроется? Обсудим прямо сейчас. Политолог Газиз Сабишев с нами на прямой связи и старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ММРАН, эксперт РСМД Станислав Александрович Причин. Здравствуйте, уважаемые господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Газиз, первый вопрос вам хочу задать. Какая у вас информация, какое ваше мнение? Почему появилось сегодня такое предложение отказаться от серии советских названий областей? Но сразу скажем, что это не серия советских названий областей, а северо-казахстанская, западно-казахстанская и восточно-казахстанская. Я не знаю, что тут есть советского. Вряд ли слова «восточный», «северный» и «западный» являются исконно советскими, тем более, что эти названия были присвоены уже после обретения Казахстаном независимости. Это, во-первых. Во-вторых, это естественный процесс, который растянулся уже на 4-е десятилетие, потому что медиана казахстанских граждан 31 год, больше половины населения родилось и выросло уже в независимом Казахстане, 1,5 миллиона кандасов, возвращенцев из других стран, этнических казахов, которые никогда не жили в Советском Союзе. И поэтому власть понемногу дрейфует вслед за казахстанским электоратом, который сейчас, в последние годы, переживает такую активную стадию нацбилдинга, такого самоощущения себя как нации. Вот поэтому эти процессы и происходят. Ну, то есть вот это идеологически устаревшее название именно северо-казахстанское, восточно-казахстанское, да? Вот это устаревшая идеология какая-то, да? Или наоборот нужно что-то новое, современное, чтобы понравиться современным людям? Вы про это имеете в виду? Это такой процесс, такой же, как, к примеру, в России переименовали Куйбышев, Горький, Свердловск, Ленинград в свое время, раньше, на 30 лет раньше, чем это сделал Казахстан. И Казахстан, если честно, вот сейчас в этом смысле даже в чем-то догоняет Россию. Газиз, вы знаете, я просто хочу уточнить. Вы поймите, я не ищу никаких подвохов, мне просто реально интересно. Потому что я точно знаю, что такие переименования – это довольно финансово затратная вещь. И для того, чтобы вот эти деньги потратить, да, они должны прежде всего быть. И их должно быть столько, чтобы хватало на более важные социальные вещи, да, чтобы, допустим, там в какие-то сильные морозы жители отдельных регионов того же самого Казахстана не мерзли после катастрофы, когда там водопроводная сеть приказала долго жить. Да, то есть и на это деньги должны быть, а это как-то по остаточному принципу. Либо проблема с названиями должна быть такой, которая очень сильно, извините меня за это слово, знобит общество, не дает ему спать и есть спокойно, надо срочно менять. Вот в этот случай какой из этих двух? То есть очень много денег или очень-очень сильно раздражают вот эти названия? В чем дело? Я понять не могу. Нет, я просто вам хочу сказать, что если бы это сильно снобило и раздражало, то это сделали бы в первое, во второе, может быть, в третье десятилетие независимости страны. Сейчас уже идет 4-е десятилетие. И в конце концов, знаете, цена переименований, если есть политическое решение, на фоне суммы всех социально-экономических проблем, это какая-то маленькая доля. Конечно, вы правы, что у любой страны есть множество проблем. Казахстану есть куда девать деньги, а уж России уж точно есть куда девать деньги. Но политические процессы в рамках становления нацбилдинга, укрепления патриотизма, я думаю, вы понимаете, это не хуже меня в России, они стоят денег, которые вкладываются. Хорошо. Ну, в любом случае, да, пусть переименовывают, это их дело. Но если люди после этого действительно начнут жить лучше, то и слава богу.